Я прибегаю к Аллаху за защитой от проклятого шайтана. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Вся хвала истинному Аллаху, обладателю истины, выявляющему истину и уничтожающему ложь. Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, печати пророков, и его братьям из числа пророков и посланников, их семьям, сподвижникам и всем, кто последовал за ними до судного дня. Уважаемый председатель заседания, господин Тахир Масри, бывший премьер-министр Иордании, многоуважаемый шейх, муфтий Палестины Мухаммад Хусайн, уважаемые присутствующие, приветствую вас приветствием ислама. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я не хочу произносить долгую речь, которую мы часто привыкли слышать везде и которая часто повторяется на бесчисленных конференциях, но я хотел бы выразить мнение всего чеченского народа перед Аллахом, его посланником и всеми мусульманами мира словами: Иерусалим – это кибла мусульман. Иерусалим – это столица Палестины. Эти слова должны звучать и повторяться во всех домах мусульман и утром, и вечером. Эти слова истина, а не просьба, о которой мы просим, или желание, которое хотим достичь. Это подлинная истина, известная испокон веков. И наше право на Палестину никогда не исчезало и не исчезнет. И пусть знает весь мир, что в сердце каждого мусульманина ключ из ключей Иерусалима. Если кто-либо захочет отнять у нас Иерусалим, то он сначала должен убить всех мусульман на земле, а это будет невозможным. И тот, кто гонится за невозможным, тот из числа лишенных ума. Никто из живущих не в силе изменить эту действительность, даже если весь мир будет стоять за ним. И попытки не прекратились и не прекратятся. Однако мы будем стоять на своем, как мы и обещали, пока не придет веление Аллаха. Наши отцы ушли, оставив хранение Иерусалима веренным для нас, аманатом для нас. И мы исполним свой долг. И мы не будем небрежны к нему. Не будут небрежны к нему и наши дети, и внуки. Мы не будем небрежны ни на день к аманату Аль-Фарука, Умар ибн Аль-Хаттаба и Салахуддина Аль-Аюби. Я полагаю, что люди, враждующие с палестинцами, прекрасно об этом знают. Однако они заблуждаются, думая, что эти их попытки сделать Иерусалим еврейским когда-нибудь принесут им успех, когда-нибудь принесут им пользу. Нет, клянусь Аллахом, не бывать этому. Эти их продолжительные попытки, которые часто повторяются, являются глупыми, ничтожными и противозаконными. Это не что иное, как провоцирование чувств всех мусульман. Мы никогда не будем приветствовать такое, и это не вызовет у нас ничего, кроме гнева. Мы будем стоять против любых таких попыток. Хвала Аллаху, мы находим разумных людей, правозащитников, последователей 3 мировых религий, которые признают право Палестины и палестинцев на Иерусалим. Мы предостерегаем от последствий подобного рода попыток, которые не способствуют налаживанию мира в этом районе. Наоборот, эти попытки все сильнее накаливают обстановку в районе и могут привести к столкновениям, и приведут к столкновениям, которые не вынесет и Иерусалим, и соседние государства. Завершая свою речь, хочу сказать, что Иерусалим – это чистота и благодать. Иерусалим – первая кибла мусульман и третья из святынь. Об этом знает и старый, и млад. Я обращаюсь ко всем мусульманам мира. Как мы можем не отправляться в мечеть Байтуль-Макдис, которая является одной из 3 мечетей,
которую посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел нам посещать. Мы считаем обязанностью каждого мусульманина посетить мечеть Байт-аль-Мақдис. Наши ученые говорят о большой пользе хаджа, которая заключается в собрании мусульман. Какой же огромной должна быть польза в посещении Иерусалима, чтобы воочию лицезреть все без того, что говорят в СМИ. От такого душа приходит в восторг, и это чувство передается на членов семьи. Человек передает увиденное другим людям, и они начинают обсуждать Иерусалим. Это занимает их внимание и становится источником их воодушевления. Пусть упоминание Иерусалима будет частым на языках, чтобы потом оно перенеслось в сердца, и чтобы имя Иерусалима поселилось в сердцах будущих поколений.